В окно смотрели двое. Один увидел дождь и грязь, другой — листвы зеленый вязь, весну и небо голубое. В окно смотрели двое. Эти стихи Омара Хайяма я вспомнил сегодня, когда взглянул в окно. Впрочем, эти строки, конечно, не о погоде. Это об отношении к жизни, философии человеческого восприятия. Французский писатель, нобелевский лауреат Патрик Модиано в своей книге «Чтобы ты не потерялся на улице» описывает это состояние еще лучше. Он написал: «Война не меняет моих отношений с травинкой. Во время катаклизмов или невзгод мы невольно ищем нечто незыблемое, чтобы сохранить равновесие и не упасть за борт. Наш взгляд задерживается на травинке, дереве, лепестках цветка, словно мы цепляемся за спасательный круг». Здорово сказано, согласитесь. Я смотрел сегодня утром на цветущую яблоню за окном, и она меня успокаивала своим призывом к продолжению чего-то очень важного и прекрасного, призывом к продолжению жизни, созиданию, назло хаосу, уничтожения и смерти. Она своим бурным цветением символизировала весну Победы. Вся страна готовится к празднованию Дня Победы, святого для каждого из нас дня. В этом году большинство наших сограждан назвали 9 мая важнейшим праздником. Такой опрос провел Всероссийский центр исследований общественного мнения. Этот день живет в каждой семье. Он, согласитесь, не в громких лозунгах и пустых речах витийствующих политиков. Он в памяти поколений, в судьбах наших близких людей, передающихся из поколения в поколение. И очень важно сегодня, чтобы эта связь не прерывалась. В республике главные события, конечно, впереди. 9 мая будет и праздничная программа, и прохождение войск Казанского гарнизона. В Парке Победы будут звучать духовые оркестры. У каждого дома ветерана пройдет свой парад Победы. Вечером же и Казань, и вся республика смогут спеть военные песни. Наш канал будет вести прямую трансляцию всех важнейших событий. Впрочем, Великий праздник Победы начался уже на этой неделе. Татьяна Тимошенко расскажет подробнее. Знамя Победы за спиной, ордена и медали Героя на груди. У подножия открытого памятника Борису Кузнецову катушка проводов и телефонная трубка. Участник форсирования Днепра. В 17 лет он стал героем Советского Союза. 185 уроженцев Татарстана получили это звание. Борис Кузнецов стал последним, ушедшим из жизни 2,5 года назад. С юношеских лет его сердце не знало покоя. Оно билось для других, отзывчивый, безотказный. Больше не услышим зажигательных речей Бориса Кирилловича, которые поднимали настроение, вселяли уверенность, давали надежду, и заканчивалось всегда во славу России, во славу Татарстана. Он часто бывал на школе, на разных мероприятиях. Он был символом гордости, мужества и отваги. Ты мог любую минуту подойти к нему, он никогда бы не отказал тебе в помощи. Борис Кузнецов и Рустам Минниханов были хорошо знакомы. Раис республики подчеркнул, он был человеком-легендой, нравственным ориентиром. Татарстан всегда славился героическими воинами. Знамя Победы сегодня гордо несут наследники героев той страшной войны, воины российской армии. Звание Героя Российской Федерации присвоено 26 жителям Республики Татарстан. 7 воинов получили это высокое звание в ходе специальной военной операции. Подвиг тех, кто ковал великую победу в тылу, теперь воплощен в стеле у железнодорожных ворот столицы Татарстана. Место было выбрано в результате общественного опроса. Казань – город трудовой доблести. Это звание было присвоено указом президента Российской Федерации Владимира Путина в июле 2020 года. Почетное звание есть у 53 городов, у каждого своя стела. Автор – московский скульптор-монументалист Денис Стритович, больше известный как создатель церковных архитектурных проектов. Видение, как должна выглядеть стела в Казани, выковывалось в творческих спорах. Выбранная технология стала уникальной для проекта. Это, по сути, броня. Это в толще алюминий, который очень точно имеет большое количество разного диаметра углублений. По сути, это перфорация, только не насквозь. И, соответственно, это прям вечная история.
Основа – исторические материалы из фондов Института истории имени Марджани, Госархива, Национального музея. В годы Отечественной войны Казань приняла более 70 предприятий. Для фронта производилось свыше 600 наименований оружия, боеприпасов, снаряжения, выпускались самолеты. Николаю Васильевичу Фролову было 10 лет, когда началась война. Вместе с другими детьми работал в колхозе, а затем всю жизнь на одном из заводов города. Это заслуга всего нашего коллектива, нашей республики, нашего города Казани. Им надо сказать большое спасибо. Успехов, здоровья, благополучия и мира на нашей прекрасной земле, на нашей прекрасной республике. 22 предприятиям присвоено название «Предприятие трудовой доблести». Свидетельства были вручены Кукмарскому войлочному комбинату и химическому заводу имени Карпова. Сегодня в церемонии открытия стелы принимают участие коллективы предприятий, которые и сейчас с полной ответственностью и самоотдачей выполняют задачи специальной военной операции. Победа будет за нами, без кишле, бердам халок. Уважаемые ветераны, дорогие друзья, Адельдуса, хочу выразить вам слова глубокой признательности и благодарности за ваш трудовой подвиг. Мы гордимся своей историей. Поздравляю с Днем Победы! Жия Канабля! Этого мероприятия ждем мы больше, чем какое-либо другое. Потому что это главный праздник нашей страны. И столько души, столько гордости и, честно говоря, слезы на глазах наворачиваются даже стоя на сцене. Поэтому, чтобы голос не дрогнул, нужно держать максимальную концентрацию. В торжественных мероприятиях будут задействованы более 1500 артистов. Пока за кулисами Главного театра республики идет подготовка, ветеранов Великой Отечественной со всех районов республики встречают овациями. Уделить внимание каждому ветерану. С этой просьбой ко всем гражданам республики обратился Раис Татарстана. И день каждого из участников великих событий наполнен теплыми словами, встречами. Под окном каждого личный парад. Мне скоро 96, а это возраст. Александр Рубенович – участник Сталинградской битвы. 9 мая 45-го вспоминает с радостью и торжеством почти мальчишеским. На тот момент ему не исполнилось и 18. Весь город вышел 9 с утра на улицы. Они танцевали, пели. На тротуарах раскладывали небольшие скатерти. Там снедь небольшая, кого-то. И выбег такая самодельная была. А мы шли строем. Нас вывели в город. Они врывались в наш строй, нас обнимали, вытаскивали, хотели что-нибудь угостить, но нам нельзя было. Вот. Это такая радость была, понимаете? И в то время, в этот день, и в мысли никто не мог войти, что когда-нибудь будет война. Вот видите, прошло время, и все переиначилось. Помним и гордимся. В зале фронтовики и труженики тыла торжественному празднованию 78-й годовщины Великой Победы дан старт. День Победы занимает особое место в нашей памяти и наших сердцах. Мы свято чтим самоотверженный героизм воинов-освободителей. Это истинный пример патриотизма и неиссякаемой силы духа. Государственные награды получают участники Великой Отечественной войны. И вновь звучат имена героев. Героев наших дней, героев специальной военной операции. Орденами мужества посмертно награждены старший лейтенант Герман Захаров и рядовой Фаниль Хисматуллин. Награды также получают родственники. Добровольцы, ушедшие в батальон «Барс» в июне прошлого года, Марат Набиуллин и Андрей Николаев удостоены медали за отвагу. День Великой Победы, 9 мая. В эти дни вся страна готовится к его празднованию. Чередой больших и малых парадов, концертов, встреч, поздравлений. И будут, конечно, и щемящие слезы. Будет и гордость, и радость в песнях о победе и в торжестве майского вальса. Татьяна Тимошенко, Андрей Ключников. 7 дней.